О процедуре банкротства поговорим сегодня в программе интервью о том, насколько она необходима, насколько она решает проблемы. На эти вопросы у нас ответит Динара Магадеева, начальник отдела управления Росреестра по республике Башкортостан. Динар Марсовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но сегодня очень часто говорят о процедуре банкротства. Очень много рекламы, очень много разных баннеров, вывесок. Вот что это за процедура? Процедура банкротства в отношении граждан у нас введена федеральным законодательством о несостоятельности банкротства с 1 октября 2015 года. Порядка 7 лет данные процедуры применяются. Это реабилитационная процедура, направленная на выход должника из сложной финансовой ситуации. То есть как это форма социальной поддержки населения. Ну вот вы рассказали такими вот добрыми словами, прекрасная просто процедура, но какие же в ней есть, давайте отметим сразу плюсы и минусы. Вот если выходит человек из долговой ямы, так это же наоборот хорошо. К нам, как в контрольный орган, поступает достаточно большое количество заявлений граждан, должников преимущественно, кредиторов, из которых органы власти, мы как административный орган, как контрольный орган понимаем, что не все граждане владеют особенностями применения этого нормативного акта в отношении граждан. Есть, конечно, достаточно большие весомые подводные камни, и гражданин, принимая решение о личном банкротстве, и этими последствиями необходимо владеть, прежде чем принять это решение. Решение должно быть обязательно взвешенным о личном банкротстве. А вот какие последствия? Есть законодателем установленные последствия, и есть непрописные последствия, которые на практике люди сталкиваются. Но, во-первых, необходимо знать, что с момента введения процедуры гражданин обязан передать все банковские карты, все сведения о своем имуществе финансовому управляющему. Его финансовая жизнь становится полностью открытой для кредиторов, суда, и также размещаются сведения о проведении мероприятий процедуры банкротства в общем доступе. Есть такой единый федеральный реестр сведений о банкротстве, где все сведения по процедуре размещаются. То есть вот это отсутствие конфиденциальности, гражданин становится полностью прозрачным, в том числе для кредиторов, участников его дела, но и для любого пользователя. Второе. В период процедуры банкротства гражданин живет только на прожиточный минимум, поскольку доступа к своим картам не имеет. Финансовый управляющий выдает ему те средства, которые установлены законодательством. На сегодняшний день для трудоспособного населения этот размер составляет 16 тысяч с копейками рублей в месяц. Далее, все имущество гражданина включается в состав конкурсной массы. То есть все доходы, все активы, которыми гражданин владеет, целью процедуры является соразмерный расчет с кредиторами. Они направляются на погашение требований кредиторов. Следующий момент. Расходы на проведение процедуры банкротства также возмещаются за счет средств гражданина. Судебная процедура – это вознаграждение при подаче заявления вносится на депозит суда 25 тысяч рублей, единовременное вознаграждение финансового управляющего. И иные расходы, это публикации, как правило, судебные расходы, но они в среднем могут составить от 50 до 70 тысяч рублей. Следующий момент. Все движение активов и пассивов, то есть почему возникли долги, за 3 года до введения процедуры анализируется финансовым управляющим и представляется суду и кредиторам. То есть вот эта реклама, которую мы слышим, спишем долги гарантированно, не совсем носит, как сказать, достоверный характер, потому что только в компетенции суда принять решение, освободить гражданина от долговых обязательств или нет. То есть никто, кроме суда, это решение не принимает, арбитражного суда. Вот такие основные последствия. Но также мы сталкиваемся о том, что граждане после проведения процедур банкротства сталкиваются с трудностями по трудоустройству, потому что, вот опять-таки, сведения о гражданине размещаются в общем доступе, и работодатель
может проверить вот этот статус банкротства и как бы платежеспособность и выполнение долговых обязательств со стороны этого человека. Следующий момент, к сожалению, вот, который на практике возникает, количество процедур, которые может вести одновременно один финансовый управляющий, законодателем не ограничено. У отдельных арбитражных управляющих у нас, их всего в целом в Российской Федерации 10 тысяч человек, а у нас в республике только в прошлом году 12 тысяч процедур было завершено, то есть за год в нашей республике это количество прошло. В производстве одного управляющего может оказаться 300-500 тысяч должников, которые проживают в различных регионах Российской Федерации. Финансовый управляющий зачастую подвергается очень часто административной ответственности за неисполнение своих обязанностей в делах о банкротстве. И если, например, арбитражный управляющий, проводя процедуру гражданина Иванова, проживающего, например, в Московской области, дисквалифицируется, то он теряет возможность проведения всех процедур, одновременно которые у него находятся. И эти граждане могут остаться в достаточно сложной ситуации, не имея доступа к своим картам и так далее. То есть вот это один из таких сложных камней, подводных камней, которые на практике граждане сталкиваются. Динара Марсовна, но если этот закон был принят о том, что долги можно списать с помощью процедуры банкротства, соответственно, наверное, есть какой-то более-менее легальный способ для того, чтобы это минимизировать вот все вот эти отрицательные последствия, для того, чтобы все-таки провести. Ну, вот раз случилась такая ситуация, есть такое вот, как более-менее легально и, может быть, без последствий можно это сделать? Что бы вы порекомендовали? Ну, решение о личном банкротстве, конечно, должно быть очень взвешенным со всех сторон. Поиск арбитражного управляющего тоже должен быть очень взвешенным, основанным на рекомендациях, на самостоятельном поиске информации о деятельности этого арбитражного управляющего. Тоже сведения размещаются все публично на сайте Федеральной арбитражные суды, вот этот единый федеральный реестр сведений о банкротстве, то есть загруженность этого арбитражного управляющего. Зачастую у нас граждане общаются с помощниками арбитражных управляющих. Это наемные работники, которые могут смениться. И вот эта вот трудность в получении прожиточного минимума во взаимодействии гражданина с финансовым управляющим достаточно часто наблюдается в процедурах банкротства. Быть активным участником своего дела о банкротстве, если все-таки оно возбуждено, то есть не полностью доверять привлеченным специалистам, либо фирму, которые обратились, знать свои права как гражданина в процедуре банкротства, участвовать в судебных заседаниях, отслеживать деятельность арбитражного управляющего, потому что один из основных вопросов и проблем граждан – это затягивание процедуры банкротства со стороны финансового управляющего. Ну, это как бы рекомендации в процедуре. А до введения процедуры, конечно, заниматься повышением своей финансовой грамотности, в том числе в сегменте банкротства, изыскивать возможности по увеличению доходов, приобретению навыков сохранения, приумножения собственных ресурсов и средств и все-таки преодоления финансовых трудностей без привлечения сторонних лиц, а разрешения финансовой ситуации во взаимодействии с своими кредиторами. То есть это реструктуризация задолженности по согласованию с теми кредиторами, перед которыми имеются долги. Расскажите, если вдруг произведена процедура банкротства, то вот после нее может ли человек взять кредит, оформить? Таких ограничений нет. Единственное, гражданин обязан информировать о том, что была проведена процедура банкротства. При этом при проведении процедуры банкротства есть у человека жилье, есть машины и так далее. Да, может ли он всего этого лишиться? Ну, как я уже сказала, в соответствии с законодательством все имущество включается в состав конкурсной массы, включая единственное ипотечное жилье. Даже единственное жилье ипотечное? Единственное ипотечное жилье включается в состав конкурсной массы. Из конкурсной массы может быть, подлежит исключению прожиточный минимум
И закон говорит 10 тысяч рублей, то есть это тоже на усмотрение суда. То есть здесь и тоже необходимо обоснование, для чего эти денежные средства необходимы должнику. И еще, как найти финансового управляющего? Как можно, может быть, для того, чтобы ускорить процесс банкротства? Финансовый управляющий является членом одной из саморегулируемых организаций. Сведения размещаются также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там размещен и реестр управляющих, и то есть по загруженности этого управляющего может любое лицо, любой пользователь получить информацию. И также через сайт суда посмотреть загруженность, факты привлечения к административной ответственности, потому что если управляющий в каком-либо регионе привлекался к ответственности, то риски его дисквалификации при повторном выявлении случаев неисполнения обязанностей, они как бы повышаются. Динара Марсовна, и если подвести итог именно проведения процедуры банкротства, насколько часто она сейчас у нас в республике применяется, и очень часто у нас есть много рекламы, много рекламных кампаний, которые говорят о том, что процедура банкротства легкая, что все, мы вам это сделаем, и ваши долги спишут, и никаких вопросов не будет. Вот как верить этим рекламам? Как проверить рекламодателя? К сожалению, у нас регион занимает 5-е место по числу судебного банкротства граждан и 9-е по внесудебному банкротству. Прирост количества банкротов за последние 2 года в республике составил 60%. В прошлом году у нас, получается, с октября 2015 года в суды поступило свыше 54 тысяч заявлений граждан нашего региона о банкротстве. Ежегодно, по итогам прошлого года, по данным Арбитражного суда Республики Башкортостан, процедура реализации имущества завершена по 12 тысяч дел. То есть это достаточно большое количество для нашего региона. Рекламе, конечно, мы отмечаем, достаточно она агрессивная, навязчивая, можно сказать. Как я уже сказала, вопрос списания – это компетенция арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве. Решение о личном банкротстве – это личное заявление, не навязанное должно быть. То есть это не массовое решение финансовых своих проблем. Это взвешенное должно быть решение с учетом возможностей выхода без банкротства. Все-таки вот такой посыл мы совместно с компетентными органами, которые занимаются повышением финансовой грамотности у нас в регионе, применяем. И органы Росреестра мы также открыты для консультирования. У нас онлайн-консультирование есть в рамках взаимодействия с МФЦ. Поэтому, если какие-то вопросы возникают по поиску управляющего, по решению о банкротстве, то такое консультирование в рамках наших полномочий возможно. Динара Марсовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о такой процедуре, как банкротство. Я понимаю, что у нее есть и плюсы, наверное, есть и минусы, которые вы сегодня озвучили. И самое главное, что есть рекомендации. Лучше, насколько я поняла, лучше избежать этой процедуры, но если ее все-таки к ней есть необходимость прибегнуть, то лучше обратиться в Росреестр для того, чтобы проконсультироваться и понимать, как ее выстроить. Верно? Но мы, компетенций у нас таких по консультациям нет, но по ориентированию в среде арбитражных управляющих по разъяснениям особенностей федерального законодательства мы оказываем в соответствии с своей компетенцией. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.